Компания «Лукойл» будет увеличивать объемы инвестиций в Республику Коми. Об этом сегодня Вячеславу Гайзеру рассказал генеральный директор нефтяного гиганта Вагит Аликперов. «Лукойл» и правительство Коми подписали дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве. В нем заметно расширен список социальных гарантий, которые нефтяники обязуются выполнить. В частности, решен вопрос о трудоустройстве жителей нашей республики на предприятиях «Лукойла». На этом принципиально настаивало руководство Коми и лично Вячеслав Гайзер. Репортаж Татьяны Супряткиной. Это уже четвертый дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве между «Лукойлом» и правительством Коми. Нефтяники заинтересованы в налаживании тесных отношений с республикой. Власти Коми, в свою очередь, создают все условия для инвестиций. В этом году уже традиционно в приоритете социальные учреждения. На ремонт школ и спортзалов в рамках соглашения промышленники выделили не 1 миллион рублей. В феврале нефтяники подписали соглашение с Уссыльинским, Печорским и Сосногорским районами. Муниципалитеты получили хорошую финансовую помощь на развитие социальной сферы. Нынешний документ проработан еще основательней. В нем четко прописано, на что необходимо сделать особый акцент. Например, нефтяники будут усиливать экологическую безопасность на своих предприятиях. В планах покупка новейшего оборудования для очистки загрязненных территорий. Кроме того, при подборе новых кадров приоритет нефтяники будут отдавать жителям республики, а не гостям из других регионов. В этом протоколе появились дополнительно по отношению к предыдущим годам новые акценты связаны и с социальным партнерством с республикой, потому что прописан очень приличный и хорошо проработанный блок работы по развитию социальной инфраструктуры Яриди. Это и детского сада, и школы, и спортивного комплекса. И мы договорились о том, как совместными усилиями будем развивать в том числе и жилищную сферу на Яриде, да, и в интересах компании, и в интересах, так сказать, республики, имеется в виду муниципалитета. Один из самых значимых пунктов в новом документе – кадровый вопрос. «Лукойл» заявил о готовности привлекать для подрядных работ те компании, которые зарегистрированы в республике, и местное население, а не специалистов из других регионов. Кроме того, нефтяники обязались оказывать содействие студентам в прохождении практики на своих предприятиях. Компания выразила готовность сотрудничать с учебными заведениями Коми для подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, повышения квалификации сотрудников. «Лукойл» намерен реализовать в Коми и новую программу. Наш регион станет первым, где нефтяники увеличат объем инвестиций. В планах компании также освоить новую нишу – строительство электростанций. В том числе на Ярийском месторождении будет построена электростанция, которая направлена больше на выработку пара, но параллельно, конечно, будет вырабатывать электроэнергию для того, чтобы поддержать это месторождение и дать возможность ему развиваться. Потому что крайне не хватает сегодня тепла для разогрева пластов. Мы планируем в течение 3 лет увеличить вдвое добычу на Ярийском месторождении благодаря вот этим нашим инвестициям. Такое же решение принято и по Усинскому месторождению, тоже по сверхтяжелым пластам, которые мы сегодня разрабатываем, где не хватает пара, необходимо большое количество небольших парогазовых установок, построить крупную генерацию с паровым циклом. То есть работающие, конечно, эти генерации будут на попутном газе. Это будет и утилизация, и в то же время эффективный бизнес. Срок основного соглашения между «Лукойлом» и республикой истекает в конце этого года. Однако уже сегодня президент нефтяного гиганта дал понять, республика и дальше будет стратегическим партнером компании. Только в этом году в планах добыча более 10 миллионов тонн нефти и почти 600 миллионов кубометров газа. Так что нефтяники уже готовы работать над новым соглашением. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал «Юрган».